вопросы, я адресую их исключительно к людям искренним и размышляющим. К невежественным вообще не адресую. Просто говорю мир вам. Люди бежали, чтобы закупить как можно больше овощей, фруктов, мяса, чтобы украсить красиво стол. Многие традиционные мусульмане, как это принято говорить, поднимали бокалы шампанского, пили вино, водку, произносили тосты. Все это, братья, в 21 веке трансформировалось в светский праздник Новый год. Один Всевышний Аллах знает, сколько спиртного было выпито. Вот буквально этой ночью сколько будет выпито еще. Как следствие, один Всевышний Аллах знает, сколько драк было. Возможно, убийств, преступлений. Братья, но самое больное, что положение наше усугублено тем, усложнено тем, что некоторые, как принято говорить, соблюдающие мусульмане, оправдывают все это, называют светским праздником, ничего не имеющим общим с религией и даже семейным. Крымским татарам, в частности, разделенное, расколотое, разлагающееся общество, теряющее свою идентичность изнутри. Вопрос, достойна ли наша нация, умма, в общем, в частности, каких-то великих достижений после всего этого? Побед? Ответ на поверхности воды. Они зовут к огню. Каду зовут. Аллах зовет к краю и прощению от него. Они зовут Каду, Аллах зовет к краю. О верующие, бойтесь Аллаха, как это велит Всевышний Аллах в своей последней книге. И покидайте этот мир не иначе, как будучи мусульманами. Амма ба'д, а после. Дорогие братья, дорогие сестры, календарный год, сейчас как принято это говорить, закончился. Общество, в котором мы живем, ждало встречи, страстно ждало с Новым годом. Все безумно спешили закрыть обязательства по счетам, если говорить про бизнесменов, да, получить оплаты там, по поставкам. Люди бежали, чтобы закупить как можно больше овощей, фруктов, мяса, чтобы украсить красиво стол. Не мусульмане, а что еще хуже, вместе с ними, что кривить душой, да? Многие традиционные мусульмане, как это принято говорить, поднимали бокалы шампанского, пили вино, водку, произносили тосты. Да, произносили тосты. Уверен, произносили теплые слова пожелания. И даже, возможно, благие наставления. Все это, братья, в 21 веке трансформировалось в так называемый светский праздник Новый год. Сейчас обращаясь к всем, кто здесь сидит, я ни в коем случае не умаляю той важности, что корни у этого праздника какие, да? Ну просто сейчас не будем об этом, поскольку акцент на другом. Один Всевышний Аллах знает, сколько спиртного было выпито, да? Вот буквально этой ночью сколько будет выпито еще. Как следствие, один Всевышний Аллах знает, сколько драк было. Возможно, убийств, преступлений. Братья, но самое больное, на самом деле, вот для меня лично, да, что положение наше усугублено тем, усложнено тем, что некоторые, как принято говорить, соблюдающие мусульмане, оправдывают все это, называют светским праздником, ничего не имеющим общим с религией и даже семейным. Это самое больное. Итого, братья, что мы имеем? О, умма Мухаммада, что мы имеем? Подведем итог. По нам, мусульманам, в общем, да? Крымским татарам, в частности,
поляризованное, как я говорил в прошлый раз, разделенное, расколотое, разлагающееся общество на самом деле, теряющее свою идентичность изнутри. И даже отчасти, потому что некоторые оправдывают, по своей собственной воле, добровольно. И вопрос, достойна ли наша нация, умма, в общем, в частности, каких-то великих достижений после всего этого? Побед? Ответ на поверхности воды. Инна Аллаха ла югаййиру ма бикаумин. Поистине Аллах, как говорит Аллах в книге своей, не меняет положение людей до тех пор, пока они сами не изменят себе. Что мы имеем? Мы имеем, по сути, часть нашей огромной, великой нации уммы. Мы знаем, что этот светский праздник уже празднуется на уровне государств, в том числе арабских. Да? Кто-то осознанно, а больше неосознанно, словно что делает? Легитимизирует. Извините за такие умные слова. Нас многие слушают, помимо тех, кто присутствует на хутбе. Легитимизирует, понимаете, все эти пагубные вещи, про которые я упомянул. А теперь банальный пример. Знаете, Аллах Субхану ва Тааля любит приводить притчи в Коране. Притча — это пример. Дарабаллаху маталя и так далее. Да? Воронку видели, да? Каждый, наверное, пользовался воронкой. То есть раньше вообще это было обязательный элемент для водителя. Заправок было мало. Покупали бензин в канистрах, чтобы заправляться. Пример с воронкой и вопросы. Но эти вопросы я адресую исключительно для людей размышляющих. В какой воронке наша умма оказывается? В воронке, ведущей куда? Для чего? И кто нас заводит в эту воронку? И с какой целью это делают те, кто это делает? Преднамеренно, осознанно. Еще раз подчеркиваю, я оставляю эти вопросы без ответов. Так как с этого благословенного места, в этот благословенный день, я адресую их исключительно к людям искренним и размышляющим. К невежественным вообще не адресую. Просто говорю мир вам, как это говорит Всевышний. И я уверен, если они слышат и услышат этот посыл, то они поймут. Я всего лишь с этого места зачитаю аяты. Аяты как крик души, братья. Аллах в контексте о том, что нельзя жениться на язычниках, мусульманам и наоборот и так далее, в конце что он говорит? Кстати говоря, обычно такие проблемы возникают, как ни странно, в таких семьях, да? Муж соблюдающий, мусульманин, жена не мусульманка и так далее. Что примечательно. Справлять, не справлять и тому подобное. Что он говорит? Аллах Субхану ва Тааля в конце аята, что он говорит? Улаика яд'уна иля нар. Они зовут к огню. Каду зовут. Валлаху. А Аллах зовет вас к чему? А Аллах зовет иляль джаннати валь магфирати мин. Аллах зовет к раю и прощению от него. Они зовут каду, Аллах зовет к раю. Я зачитаю аяты, братья, как крик души, где Аллах Субхану ва Тааля говорит в контексте увещевания, в контексте угрозы, в контексте
посылом всем, кто будут читать эту последнюю книгу, чтобы они размышляли над этим. И таких аятов уйма, очень много. Я даже посмотрел сколько, да? Где говорится про исход. 31. Со словом акиба. Где-то говорится про верующих, где-то говорится про неверующих. И 4, где используется слово окба, или 5. Что говорит Аллах Субхану? Фасиру фил арды, фандуру кейфа кана акибатуль мукеззибин. Идите, ступайте по земле и посмотрите, какова была участь, каков был исход тех, которые считали лжецами, не верили, которые посланникам Аллаха, увещевателям не верили. Или, где Аллах Субхану Тааля говорит, «Вандуру кейфа кана акибатуль муфсидин». Посмотри же, каким был конец, исход, итог тех, которые сеют порчу на земле, разлагают общество. Или, где Аллах Субхану Тааля говорит, «Баль каззабу бима лам юхиту би'ильмихи». И так далее, и в конце, «Фандур кейфа кана акибату залимин». Так нет же, они объявляют ложью знания, которое не способны постичь, и толкование, которое еще не свершилось, таким же образом его отвергали их предшественники. Погляди же, посмотри же, каким был конец, каким был исход беззаконников. Несомненно, у каждого из этих аятов есть контекст и так далее, причины ниспосылания. Но важен вот этот посыл общий. И всегда аль-айбара би'умум вал-лафз ла бихусус ас-сабаб. Братья, сестры, умма Мухаммада, крымские татары в частности, если мы хотим великих достижений, побед на самом деле, то путь у нас от одного единственного Аллаха. Путь у нас один и единственный. Нас, крымских татар, часто любят сравнивать с евреями, да? Ну, так завелось. То есть судьбу, участь народа и тому подобное. Так слушайте, что же сказал Муса, алейхиссалям, своему народу. Муса, алейхиссалям, сказал: «Каля Муса ли каумихи ста'ину билля васбиру». Муса сказал своему народу: просите помощи у Аллаха и терпите. А дальше что? Воистину земля принадлежит Аллаху. Он дарует ее в наследие тому из своих рабов, кому пожелает, и благой конец, благой исход. Валь-акибату лиль-муттакин, уготован богобоязненным. Победа будет за богобоязненными. Путь у нас один. Путь имана. Путь возвеличивания. Ла иляха илlallah. Братья, действительно, календарный год закончился. Действительно, многие из нас, в том числе, то есть мусульмане, подвели итоги, действительно. Да, мы живем по этому календарю. В особенности финансовые, в особенности организации, бизнесмены, предприятия. Уверен, готовились отчеты на высочайшем уровне, вертикальные, горизонтальные графики, показатели. Но провели ли мы настоящий отчет? Тот самый отчет, о который требует с нас Всевышний. А что он говорит, братья? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я югаллазина аману», о те, которые веруют. «Иттахуллах», бойтесь Аллаха. И путь у нас один, если мы хотим побед. Путь богобоязненности. Бойтесь Аллаха. «Валь тандур нафсу», пусть посмотрит каждая душа
Ма каддамат лигат. Что она приготовила? Что бы она ни делала сегодня? На завтра что она приготовила? Вот он настоящий отчет. Ваттакуллах. И бойтесь Аллаха. Инна Аллаха хабирун бима та'малю. Поистине Аллах сведущ о том, что вы делаете. Он все знает, все видит до конца, у кого какие намерения и что вы делаете на самом деле. Но мониторим ли мы, о умма Мухаммада, так свою душу, свое я, как делаем эти отчеты и тому подобное. Как к этому побуждал Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. В одном из сообщений, кто-то говорит, что оно слабое, кто-то говорит достоверное, неважно, смысл у него правильный. А Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Хасибу анфусакум». Требуйте со своей души, самого себя отчет до того, как будете спрошены, до того, как с вас потребуют отчет. По сути, «Вальтандур нафсу ма каддамат лигад». Пусть посмотрит каждая душа, что она уготовила на завтра. «Уазину анфусаку». Взвешивайте самих себя. Каждое свое слово, каждое свое действие, намерение, все. «Кабля антузам». До тех пор, пока вас не поставили на весы. «Фаиннаху ахвану алейкум фил хисаби гада». Ведь поистине вам тогда будет легче понести отчет, расчет завтра, нежели если вы попросите отчет сегодня. И так далее. Братья, а ведь такой отчет нам нужен всегда, постоянно, как это отмечают ученые, проповедники. До совершения каких-либо действий, предприятий, компаний, там, во время и после. В 3 этапа. До, во время, после. Как сказал Аль-Хасан, рахимахуллах, «Аль-му'мину каввамун аля нафси». Верующий всегда следит за собой. Он спрашивает постоянно себя, отчитывает самого себя. И если его застало что-то, постигло что-то, что удивило, захотелось ему, да? Он что говорит? «Валлахи инни ля аштахика». Он сам себе обращается и говорит, борьба с нафсом идет. Клянусь Аллахом, я желаю тебя этого, желаю это, да? И вроде бы я нуждаюсь в тебе. Однако я не могу ухитриться, валлахи, это сделать. Не могу обмануть самого себя. Богобоязненность не позволяет. Хайхат, хайхат, хейла бейни ва бейник. Далеко это, не сделаю я этого. Отбрасывает это, отгоняет это от себя. Но если же его постигло все-таки, то есть он сделал что-то, а потом начал сожалеть об этом, да? Фаярджау иля нафсихи фаякуль. Он возвращается к себе и говорит: ма арадту иля хада. Ма ли хада. Что же я хотел этим? Зачем мне это? Валлахи ла ахуду иля хада абадан иншаллах. Клянусь Аллахом, я не вернусь к этому никогда. Иншаллах. Таков верующий, настоящий верующий. Знаете, дорогие братья, сестры, с нас просят там в судный день за все. Инна сама валь басара валь фуада кулля улаика кана анху мас'уля. Как Аллах говорит, воистину слух, зрение, сердце, все они будут призваны к ответу. Все, за все мы будем призваны к ответу. Помните, дорогие братья и сестры, верующие люди, они закреплены Кораном. Коран помогает им, удерживает их от погибели, как это говорят исламские ученые проповедники. Да, возможно, верующий ограничен здесь, но иншаллах там будет свободен.
Бухгалтерский отчет, братья, в нашей вере и духовности. У нас же тренд материализма сейчас, поэтому я такие обороты использую. Бухгалтерский отчет в вере и духовности. Если мы говорим про капитал, то это те фарды, те ваджибаты, которые мы должны делать. Посмотрите, сохранили вы свой капитал. Если мы говорим про прибыль, то посмотрите на свои навафили, на свои добрые, добровольные, дополнительные поступки. Если мы говорим про убытки, а кто из нас хотел бы убытков? Посмотрите на свои недостатки, грехи и так далее. Поистине в этот день, дорогие братья и сестры, есть момент, когда Аллах Субхану принимает наши мольбы. Я надеюсь, что мы с вами застанем этот момент. Астагфируллах ли ва лякум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, лишь Его восхваляем. Лишь Его просим о помощи и наставлении на истинный путь. Кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на этот путь. Братья, помните пример про воронку. И всегда глубоко размышляйте над тем, кем и чем вы бы хотели оказаться в этом примере. В какой роли? Тем, кто использует эту воронку, а подобных воронок много. Самой воронкой или какой-то ее деталью, частью. Или тем, что заливают, помещают в эту воронку. Или еще хуже тем, что остается после того, что использовано, то, что помещено, залито в эту воронку. Помните, братья, про нескончаемую борьбу, про которую я всегда говорю. Истины, лжи, веры, неверия, духовности, материализма, идеологии ценностей и цены. Всегда думайте над тем, какова здесь и сейчас ваша конкретная роль. Где вы? По какую сторону? Где ваша геолокация на этой карте борьбы? Где вы находитесь? Постоянно анализируйте, думайте. И знаете, братья, если вы желаете на самом деле понять, да, после того, как пытались отчитать себя, провести расчет, отчет, какое вы место занимаете перед Аллахом, на самом деле это просто. Валлахи просто. Если вы хотите знать, какое вы место занимаете перед Аллахом, посмотрите, как это говорили праведные предшественники, чем Аллах вас занял, чем вы заняты. Если вы заняты религией Аллаха, заняты верой, духовностью, стремлением, помимо того, чтобы делать фарды, делать все, что угодно на его пути, значит, вы занимаете достойное положение. И он вас любит. Но если вы заняты своей дуньей больше, озабочены своим мирским положением, я ни в коем случае сейчас не говорю, что не надо уделять мирскому время. Имеется в виду акценты. То таково ваше положение перед Аллахом. И завершаю, братья, словами имама Ибн аль-Кайима. Да помилует его Аллах. И что он сказал? Если раб Аллаха просыпается утром и вечером, и его забота только лишь один Аллах, то Аллах Субхану ва Тааля занимается, Аллах берет на себя все его нужды и потребности. Он берет на себя все его заботы и хлопоты.
И он фаррага кальбаху лимахаббати. Он освобождает его сердце для любви его, для любви Аллаха. Освобождает его язык для поминания Аллаха. Его органы тела для послушания Аллаху. Если же раб Аллаха просыпается утром и вечером, а он озабочен только этой дуньей, неважно, что это, деньги, там, я не знаю, семья, хотя всему этому надо уделять время, как я это уже упоминал. Речь идет об акцентах. Хаммаляхуллаху мума. Аллах возлагает на него эти все заботы, хлопоты. Вагумумуха, то есть это уанкядуха, то есть вот эти переживания и тому подобное. Вакуллюху иля нафсихи. Ваккаляху иля нафсихи. И отдает, вверяет ему его самого себя. Да упасет нас Аллах от этого. Фашаггаля кальбаху ан махаббати. И он не дает ему, тут сердце этому раба, освободиться для любви к Аллаху. Ваджаварихаху ан таатихи. Не дает органам его тела послушаться ему. Не позволяет его языку поминать Аллаха. Отвлекает его от этого, уводит его от этого. Аллах субхану уводит. Фахуа якдаху кадхаль вахш. И этот человек дико стремится, работает, усердствует, что-то пытается сделать, добиться. Фи хидмати гайрихи. Услуживая на самом деле всем другим. Не Аллаху, а всем каким-то другим, посторонним третьим лицам. И так далее. Интересные слова, не правда ли? И в конце он приводит аят «Вама ягшу ан дикрилля, ан дикрир рахмани, мукаид лаху шайтана». Тот, кто отпрощается от поминания всемислу, то мы к нему прикрепляем шайтан.